Millet телеканалында Саба яйыны достар сізні қуандырмаға ашықамыз ве девам етеміз. Да мерақлы мевзуларымыз бар ве олардан бірі бұл әлбетте хайрие ішлері күн, вақыт актуаль бір меселе ве бұл хайрие ішлері ақында лафетмеге истередік ки ве лафет едеміз. Әлбетте бұндан да ғайры вақыт біздің телеканалымыз бізде шақсен бұл хайрие ішлерге қол тұтмаға ашықамыз ве достар бойле хайрие акциялардан бірі яқында Булюр тәшкілаты, мұсылман қадынлар тәшкілаты тарафындан өткерілді ве бұл акцияның тәфсилатларыны біз мұсафырымыз или субетлешмеге естередік ки бұл тәфсилатлары ақында. Шының үшін қаршы олыңыз, диққатлы олыңыз, пек мерақлы бір субет мамиле мұсафырымызны тағдым ет. Elbette dostlar, bizim şimdi stüdyamızda meraklı musafir. Bu Bullur Birleşmesi'ndeki Hayriye bölüğünün mesuliyetçisi Yana Cambazova. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz yanımızda. Aleykümselam, hoş bulduk. Sağ olunuz. Sabah şefleriniz hayırlı olsun. Sabahınız nasıl başlandı aslında? Elbette ki Müslümanlar bizim sabah başlıyor namazdan. Sonra en büyük oğluma hazırlık подготовка к школе. Evet. Kaç balarınız var? 3 bala. Maşallah. Kahvenizi içesiniz sabahdan? Yok, kahve çok içmeyeyim. Biraz faydasız olur. Bilemiz ki biz söz yürüttik programma devamında böyle bir menfi de tesir edebilir, anladım. Yana Hanım, sizge birinci böyle sualimiz. Bulur Birleşmesi Hayriye aksiyonu geçirdi. Kayda geçti, ne maksatnen ve nasıl vazifelerini o gününüzge koyasınız? Sizin teşkilatınız, birleşmeniz. Eğer mümkün olsa ben Rus diline geçeyim. Çünkü biraz zor anlamak, biraz heyecanlıyım. Наша акция прошла, первая акция наша прошла здесь, в Симферополе. Наверное, уже наши девочки приходили, вам здесь рассказывали. А вторая акция прошла за пределами Симферополя. Это, как вы уже знаете, в Первомайском. Наша подготовка была очень волнительная, потому что это первый раз с пределами Симферополя. Мы волновались как за дорогу, потому что, как вы знаете, это женская организация. Иногда в таких случаях нам мужчин не хватает. Но, альхамдулиллах, наше духовное управление мусульман Крыма помогло нам, наших девочек из Симферополя, нам выделили машину, договорились. Так вот, поехали. Конечно же, в Первомайском нам тоже помогли наши оджалары с Файдалылим. Они организовали, собрали всех людей, которых мы взяли в свои списки, наших подопечных. Все-таки там они действующие учителя, и как бы к ним более доверие идет, чем к нам, потому что мы еще только начали действовать. Ильхамдулля, Шейма Оджа, Ваид Оджа, они очень помогли, машаллах, очень тепло встретили. Акция прошла дети очень были счастливы, это просто надо увидеть эти глаза, это счастье почувствовать вместе с ними, это очень важно и как для нас, так и для детей, которые наши подопечные, тут наши сироты. Да, мы знаем, что это для сирот, да? Да, это для сирот. Почему сироты? Потому что, во-первых, конечно же, и если полагаться на религию, на нашу, то преимущественнее сироты идут. Потому что в Коране очень во многих местах, в одной из сурей Духа называется, в 2 местах упоминает, что не нужно отвергать сироту, не нужно их принижать. И также считается, что в милостыне вот те люди, которые состоятельные, полагается по религии выплачивать определенную сумму зикята. То есть если этот зикят не выплачивается, то Аллах говорит, что мы забираем это другими путями. Ну, бывает, да, что в жизни так случается, если зикят не выплачиваешь, действительно, оно так получается, Аллах там забирает какими-то другими способами, например, бывает, что немножко коза сделал или там еще что-то дома сломалось, то есть вот такими путями оно все равно забирается. И еще почему сироты, потому что здесь у нас очень много волонтеров в Крыму, вы знаете, но таковыми сиротами очень мало занимаются, то есть по отдельности только. И так просто помогли и все, а именно заниматься, вот так вот приезжать, разговаривать с ними. Мы просто хотим через этих деток не только, да, баланы кувандырмак севаптыр, но это мы пытаемся еще через деток донести до их мам, что не нужно падать духом, да, как-то показать, что мы рядом.
Да, что не одни, поддержать этих деток. Да, конечно, мы не заменим маму или папу, но тем не менее они будут чувствовать, что они не одни, что мы рядом. Как-то хочется хоть такими, да, способами быть рядышком и помогать. Яна ханым, білеміз ки, бұл акция черчевесінде әмді шелер, яғни урбалар топланылды, әмді бір ойынжақлар кім асылында ярдым етті, насыл мұнажиматчылық фальбы кетірді ме? Все ли откликнулись вообще помочь, принести свои вещи с дома и поучаствовать в этой акции? Многие ли? Да, альхамдулиллах, наш народ все-таки отзывчивый, альхамдулиллах, помогает. В первую акцию нашу очень откликнулись, и люди приносили к нам в центр на проспекте Победы и вещи, и игрушки. Альхамдулиллах, нашелся человек, да, который нам дает каждый месяц игрушки детям. Также, конечно, и джимат, вот в Первомайском они посуетились, оджалар наши, о которых я говорила, они посуетились и там собрали некоторую сумму, мы доложили к своей сумме, также и материальную помощь дали. И нашлись люди, Зенепаджа наша нашла человека, который дал вещи, да. Ну, там, конечно, не такое прям нарядное все, но тем не менее там есть спортивные кофточки для девочек. То есть какая-то поддержка, какая-то помощь, внимание, что немаловажно. Самое главное – это внимание, конечно же. А много ли детишек сегодня? Вот в Симферополе у нас было около 15 человек, и в Первомайском мы насобирали 11 семей, из них около 20 детей мы собрали. Получается, 20 детей на акции участвовало. Яна ханым, насылда шehirlerde planlaştırasınız bu gibi акцияларны өткермек? Мына Ахмеджет айттыңыз, жүрти, какие города еще как бы ждут вас, ждут помощи? Следующая наша акция запланирована уже в ПГТ Азовская, вы все знаете, там будет проходить. Также из Янковского района мы собрали, у нас уже готовы списки, мы уже начали подготовки. Ильхамдулля, иншаллах, наши Оджалар тоже там нам помогут, конечно же, все это организовать. При поддержке хотим все это сделать прямо в медресе, там у нас есть, ну, в джами. Иншаллах, пройдет все удачно, как в этот раз, надеемся. Яна ханым, мына сіз бұл бөлір адлы қадын тәшкілатында сіз тамам хайрие акциялармен ұғырашасыңыз. Да, насыл акцияларны планлаштырасыңыз белкеде. Чүнки біз білеміз ки, асылында Қырым мұсылманларының дини идаресі да тарафындан, башқа да мұсылман тәшкілатлары тарафынан бірчо хайрие акциялар өткеріле ве олар керчектен де өз нетижесінің, өз мақсатына ерішелер, демек ярдым етейлер. Сіз де өз тарафтан башқа бір инсанларға насылдыр бір тарафтан ярдым етмеге планлаштырасыңыз, бірде бір Қырым бойынша акцияны планлаштырасыңыз, yapmayın. У нас, да, еще очень много планов у наших девочек, также и у моей напарницы, которая здесь уже у вас была, Медине Ханум. У нас с ней очень много идей и планов. Мы хотим их воплотить, но пока мы хотим немножко освоиться в этой акции. И, иншаллах, мы, конечно, с вами поделимся нашими планами в дальнейшем. Еще раз вопрос просто немножко. Мүмкін олса бойлы суалге жауап берсіз. Егер істеген инсан, бойлы бір Қырым мұсылманларының дини идаресінде çalışқан инсан дегенде, адди инсан ярдым етмеге істесе, сіздің бірлешменіңізге насыл бойлы бір ярдым ете білер, сізлерге мұражат ете білер? Где можно найти вашу организацию, чтобы помочь вам принести вещи, опять же? Наша организация находится на проспекте Победы, в нашем культурно-просветительском центре Файдал Илим. Там, конечно, кто хочет принести что-то, помочь, то они могут там оставить. Там всегда девочки есть, которые знают, они отложат обязательно, и никуда оно не денется. То есть люди могут нам доверять. Это самая главная наша также цель, чтобы войти в доверие к людям, чтобы откликались. Все-таки сейчас очень люди мало верят, мы знаем, это обосновано многими факторами и много ситуаций, да, и те, кто обманывают, то есть нам могут довериться и оставить все на проспекте Победы. Значит, каждый желающий может помочь? Да, каждый желающий может помочь, конечно же, если они этого очень хотят, и мы этого очень хотим, чтобы люди не оставались в стороне, не только потому, что нам это хочется, чтобы они помогали, просто мы хотим, чтобы наши люди не оставались все-таки в стороне. Если у тебя болеет сосед, то, пожалуйста, не сиди дома, пойди, помоги, поддержи его.
как-то хотим сплотить, да, эти акции в основном направлены, да, мы помогаем материально, но сегодня мы дали эту определенную сумму, она завтра разошлась. Но вот это вот теплое отношение, оно всегда Внимание, остается, да, внимание. Мы хотим просто сплотить, показать, что мы можем сами все сделать для себя, не надо не ждать ни с какой стороны этой помощи, мы сами можем поднять свой народ, свою родину. Яна ханым, sizin tilekleringiz bizim teleseyircilerimiz uchun. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? И у вас есть такая возможность сейчас к ним обратиться и попросить тоже поучаствовать в вашей акции, принять непосредственное участие. Пожелать хотела бы, чтобы наши люди не боялись быть добрыми. Даже если вам на добро ответили злом, не нужно очернять свое сердце. Конечно, это тяжело, но самое трудное – это тогда, когда ты уже стал немножко недоверчивым и снова войти в это доверие. Также хочу сказать, чтобы не сидели в стороне. Пожалуйста, не бойтесь, откликайтесь. Обязательно Аллах все вернет. То, что вы дали, чем помогли, это 10 шагов возвращается, и это есть подтверждение этому аятами из Корана. Ну и пусть будут, конечно же, счастливы и оставайтесь самими собой. Çok sağ olun Яна Ханум. Более муим вазифесына беджересініз. Мы благодарим вас за вашу благородную идею, которую вы несете в массу, и за то, что помогаете нашим соотечественникам и несете добро в массы. Çok sağ olun. Рады были видеть вас у нас в гостях. Смет болса да беклейк. Elbette ki bütün aksiyalardan son elbette ki stüdyamızga hoş geldiniz. Da bir kere çok sağ olun. Sağ olun. Razı olsun.